Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. 10 ноября свой профессиональный праздник отметят российские полицейские. В Сосногорске концерт, посвященный сотрудникам органов внутренних дел, состоялся сегодня в городском доме культуры «Горизонт». Ежегодно накануне Дня работника органов внутренних дел лучшие сосногорские полицейские принимают поздравления с профессиональным праздником. Наградой стражам порядка служат не только слова благодарности, но и награды от администрации Сосногорского района за верную службу жителям муниципалитета. Показатели вашей работы – это не сухие цифры в сводках, а доверие сосногорцев к вашему труду. Ведь именно к вам обращаются люди за помощью в трудную минуту. И именно от вас зависит порядок на наших улицах, спокойствие и безопасность жителей Сосногорского района. И я уверен, что вы с честью будете и дальше выполнять эту задачу. Также отличникам службы были вручены и ведомственные награды. Лучших сосногорских полицейских с профессиональным праздником поздравил начальник отдела МВД России по городу Сосногорску Александр Малафеев. Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – защите чести и достоинства граждан. Ваша служба отчизне является основой стабильности и безопасности государства, гарантом законности и правопорядка в нашей стране. Высокие профессиональные качества, оперативность и принципиальность помогают вам противостоять росту преступности, охранять общественный порядок в любое время дня и ночи. Пусть ваши знания и опыт способствуют дальнейшему развитию системы правопорядка Сосногорского района. Не остались виновники торжества и без творческого подарка. Им стал праздничный концерт, подготовленный лучшими сосногорскими артистами. Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Члены Сосногорского отделения межрегионального общественного движения «Коми Войтер» на этой неделе обсудили предстоящую конференцию «Коми народа». Также общественники затронули и решение предыдущей конференции. Подробности в нашем материале. Первым вопросом повестки дня стало обсуждение резолюции предыдущей конференции «Коми народа». За прошедший год была проведена большая работа, отмечают общественники. С различными предложениями члены Сосногорского представительства МОД «Коми Войтер» обращались как в республиканские, так и в районные органы власти. Дорожное строительство, развитие здравоохранения, изучение коми-языка в образовательных учреждениях – это лишь небольшая часть того, на что обращали внимание члены организации. Говорили об этом и на заседании правления. Главный вопрос – развитие сельских населенных пунктов, в том числе их газификация. Как пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Мека, региональной программой развития газоснабжения и газификации предусмотрена прокладка межпоселкового газопровода от деревни Пожня к поселку Поляна. Прокладка данного межпоселкового газопровода от деревни Пожня к поселку Поляна позволит обеспечить газом 590 жителей поселка. В настоящее время проектно-сметная документация по объекту по данному газопроводу межпоселковый уже прошла проверку и получила положительное заключение государственной экспертизы Республики Коми. Также члены правления обсудили подготовку к предстоящей конференции «Коми народа». В настоящее время проводится работа по выдвижению делегатов на районный форум. У нас по плану должно быть проведено будет и проведено, думаю, что 14 населенных пунктов, 14 собраний. Вот. Там будут принимать участие наши члены нашего управления, которые сегодня собираются. Утвердим график, назначим ответственных и будут оповещены население населенных пунктов. Все согласно закону и устава нашей общественной организации. Как отметил председатель Сосногорского представительства МОД «Коми Войтер» Владимир Артеев, проведение конференции запланировано на 12 декабря. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 29 ноября Сосногорский район отметит свое 40-летие. Юбилейной дате мы посвящаем цикл материалов об основных предприятиях нашего муниципалитета. Сегодня мы расскажем о самом молодом из них – тепличном комплексе «Сосногорский», продукцию которого, кстати, уже можно приобрести в городских магазинах. В ноябре на прилавках некоторых сосногорских магазинов появились томаты первого урожая местного тепличного комплекса. Судя по тому, что товар не залеживается, овощи покупателям пришлись по душе. А началось все в декабре 2017-го. Именно тогда была забита первая свая будущего производства. Многим, наверное, в тот момент верилось с трудом, что за такой короткий срок в непростых климатических условиях удастся довести начатое до конца.
Однако, как мы видим, масштабный проект в 11 гектар для круглогодичного выращивания овощей успешно реализован и дает свои первые результаты. На сегодняшний момент мы приступили уже к основному циклу производства. У нас начался сбор томата. Также мы приступаем к посеву огурца и ожидаем, что в начале декабря наш сосногорский огурец также поступит уже и будет радовать наших жителей. Комплекс «Сосногорский» является теплицей 5-го поколения. Это означает, что здесь применяются самые инновационные технологии отрасли, что позволяет в любое время года поддерживать идеальный микроклимат, экономить затраты на отопление и освещение, защищать от проникновения вредных насекомых, что в значительной степени повышает рентабельность предприятия. Тепличный комплекс уникален еще и тем, что является самым северным подобным объектом на территории России. А значит, многое здесь зависит от того, как функционируют системы жизнеобеспечения, которые, к слову, все автоматизированы. По словам специалистов, теплицы оснащены уникальной системой управления с возможностью подключения к ней по удаленному доступу всех руководителей и технических специалистов. И работает она исправно. Круглосуточно за пультом оператора теплиц находится дежурный оператор, который контролирует все параметры, текущие на мониторах, совершает регулярные обходы. И в случае возникновения нештатной ситуации, которую он не сможет самостоятельно устранить, он звонит в службу. Вам сюда, да, в принципе, да, и вы уже в ручном режиме? Да, таких случаев у нас, слава богу, пока не было. Еще пусконаладочные работы частично ведутся. Понятно, что мы отлаживаем где-то какие-то нюансы, недочеты, но в целом работоспособность достаточно для того, чтобы уже растения росли, получали в необходимом количестве углекислый газ, воду, свет и радовали нас урожайностью. Кроме этого, жизнедеятельность комплекса обеспечивает собственный энергоцентр, оборудованный новейшими газопоршневыми установками и котлами. Здесь его называют не иначе, как сердце всего производства. Но душой процесса являются все-таки люди. И в первую очередь те, кто непосредственно ухаживают за растениями. Мы следим за томатами, убираем пасынки, непосредственно клипсуем так, как растение растет, получает нашу любовь. К слову, политика по набору персонала на предприятии четко определена. Здесь приветствуют местные кадры. Мы сделали ставку на набор основного персонала именно из местных жителей. Это жители Ухты, Сосногорска. В настоящий момент на предприятии работает уже более 200 человек, а штатная численность у нас примерно 250 человек. Добор еще будет происходить. Это как специалисты инженерных специальностей, так и основное производство овощевое. Для комфорта сотрудников на предприятии созданы благоприятные условия. Обеспечивается доставка транспортом к месту работы и обратно. Вот в эксплуатацию такого комплекса – это не только рабочие места для сосногорцев. Это еще и увеличение налогооблагаемой базы для всего муниципалитета в целом, отмечает глава района. Могу сказать, что вот и настал тот долгожданный момент, когда мы уже можем попробовать первый урожай наших сосногорских теплиц. Масштабы впечатляют, все очень налажено, все красиво, все здорово. Я думаю, что это предприятие непременно ждет успеха. Самая главная задача тепличного комплекса на сегодня – это выход на заявленные проектные мощности, реализовать которые собираются в течение следующего года. Объем урожая должен составить порядка 10 тысяч тонн, что позволит обеспечить свежими овощами не только жителей республики, но и соседних регионов. Переговоры о сотрудничестве ведутся как с федеральными торговыми сетями, так и с местными предпринимателями. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре Коми-культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Праздничный вечер «Земля, родная, нас сплотила» собрал представителей нескольких сосногорских национальных автономий. День народного единства – это праздник, который объединяет весь народ России. Национальные и культурные различия не имеют значения, ведь все мы одна большая и дружная семья. Именно это и стало основной идеей праздничного вечера «Земля, родная, нас сплотила», организаторами которого стали специалисты Сосногорского центра Коми-культуры. Таким хорошим настроением мы пришли. Нас уважают, любят. Мы сами друг друга уважаем и любим. Всегда приглашаем друг другу. В
В Центре Коми-культуры собрались представители различных национальностей. Свое творчество представили не только организаторы праздничного вечера, но и представители сразу нескольких сосногорских национально-культурных автономий. У каждого малая родина, у каждого свои традиции, свои песни, свой язык. И сегодня мы каждый покажем свое творчество, значит, исполняя песни на своем родном языке. Но то, что мы одна большая семья, то, что мы очень уважаем и чтим друг друга, это вот самое-самое главное. Творческий вечер, посвященный Дню народного единства, получился по-настоящему теплым и дружеским. Гости центра не только поделились своим культурным наследием, но и узнали много нового об истории праздника. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. В эти выходные ожидаются резкие климатические изменения. Ухудшение погодных условий произойдет, когда через территорию Республики Коми поочередно переместятся два циклона с запада с большим запасом тепла и влаги. По ночам прогнозируется до -8, -15. Днем от -4 до -6 градусов. На сегодня это все. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.